Лекцию посетили студенты направления «Лечебное дело». Для будущих медиков такие знания особенно важны. В числе слушателей студент второго курса Магомед Султыгов. Он отметил, что ранее ни разу не задумывался об опасности ВИЧ-инфекции. После описания этой болезни лектором я понял, что на самом деле, если эта же болезнь неизлечима, и жизнь делится на до и после, и человек должен на каждом шагу постоянно думать об этом, предохранять своих близких, защищаться от этого максимально. Лекцию ведет врач-эпидемиолог. Она начала с вводной части, где рассказала о происхождении ВИЧ-инфекции. Он был выявлен в 80-х годах. Впервые это были в Америке, да, были пациенты. Они были выявлены в стационаре, у них была цистная пневмония. И ни один на тот момент известный антибиотик не мог его решить, да, этот вопрос. Лектор отметил, что во многих случаях женщины заражаются ВИЧ в браке, а заболевание долго остается незаметным. И объяснил, чем опасна инфекция при отсутствии своевременного лечения. Студенты узнали о важности профилактики среди близких, основные пути передачи и способы защиты. Врач-эпидемиолог также рассказала об антиретровирусных препаратах, которые используют при лечении инфекции. Под антиретровирусной терапией вы можете долго и качественно прожить. Вы можете родить здоровых детей, потому что благодаря антиретровирусным препаратам, которые принимают оба партнера, беременности, конечно, все запланированные, да, можно родить здоровых детей. Это тоже как бы большой прогресс. Студенты проявляют интерес, внимательно слушают, уточняют непонятные моменты и задают вопросы по ходу лекции. Я и раньше знал информацию о ВИЧ-СПИД, но конкретно на этой лекции я получил некоторую дополнительную информацию, новые подробности. В основном для меня наиболее интересны были методы лечения, новая информация о работе врачей и эпидемиологов. В нашей республике на сегодняшний день довольно актуальна эта тема, потому что периодически мы выявляем, почти каждые 2-3 месяца мы выявляем больных. И эта тема остается актуальна, потому что и инфекция неизлечима, да, мы знаем, она контролируема, только инфекция. Проект «Санпросвет» – это часть программы «Санитарный щит страны». Лекции читают сотрудники Роспотребнадзора и медики. В планах охватить все вузы и колледжи нашей республики. Лекция юдычхана нахацане естхалар долыш, жоп долиш олыш, шей долыш да хаттар хаттиш олыш, лекция ох, тхайцане специалисты жбутха антиспид. В республике сегодня зарегистрировано 1448 ВИЧ-инфицированных. Только в этом году выявлено 44 новых случая, и большинство из них мужчины. Специалисты отмечают, что такие встречи помогают снизить риски. Мария Амбата, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.